Что тут такое? Бизнес-ланч. И что? С праздником. А, вот тут вот ресторан Игротека. Что, всем привет. Сегодня у нас 5 мая. Небольшое включение. Пробное небольшое включение. Город Якутск. Время сейчас у нас без 15:06 вечера. Вот это улица Короленко. Как видите, да? Короленко улица. Сейчас вот там рынок будет крестьянский. Рынок продуктовый, где всю зиму на улице продают мясо, рыбу. Ну, сейчас у нас плюс 10, поэтому солнышко-то смотрите, как... Вот это да. Но ветерок, правда, мешает. Смотрите, тут шарики повесили, украсили. Украсили, какие шарики повесили. Там задувает, наверное, вам. Шары-то какие. Ах ты. Прямо шар-то всем шар. Шарам шар. Немножко тут подняться. Показать вам улицу Лермонтова в Якутске. Вот на улице Лермонтова. Говорит привет. Леон Финк. Ага, привет, привет. Так, 3 человека смотрят. Замечательно. Замечательно. Вот. Ну что, давайте тут посмотрим немножко на улицу. Тут улица, тут никогда машины не прекращают ездить. Сегодня хороший денек, но ведь и солнечный. Единственное, что ветерок. Вот там вот через дорогу рынок Сайсара или крестьянский. Ну, короче, продуктовый рынок здесь вот. Мясо, рыбу там, овощи, ягоду местную продают. Там подальше будет у нас стадион Туймада. Вон там, на котором входили игры Дети Азии неоднократно. И парк культуры и отдыха. Вот там зеленая зона, сосны. Вот. Снег у нас потаял. Так что, если где-то осталось, то это уже как бы такое. В городе потаял. В лесу-то там еще лежит снег. А в городе все, видите, чистенько. Все чистенько. Хорошо там. А, кстати, смотрите, Шаромания. Магазин. Вот здесь. 1 мая 9 работают запрещенные. Вот. Видите, поэтому тут и шары такие большие. Кому шары нужны, так что вот сюда вот. Так, ладно, идем, спускаемся вниз. Сейчас немножечко делаем прогулочку. Небольшую прогулочку. У меня батарейка на половине была еще. Сейчас тут дополнительно разряжается за счет трансляции. Так, все нормально? Ветерок-то сегодня ого-го. Так, что тут 14 секунд стоит, надо. Ну, вот сегодня за счет того, что ветер, как-то пыль не так чувствуется сильно. Ее сносит куда-то. А так машин уже вон сколько. Где там, наверное, уже все будут на машинах. Вот, все, пошли. Баннером завесили.
строить какое-то здание, или что, я даже не знаю. Велосипедисты ездят, а самокатов не видно что-то. Самокаты, по идее, уже плюсовая температура. Самокатчики должны уже выйти, по идее. Ну, те, кто сдавал свои самокаты в аренду, да. В городе было в прошлом году довольно много. Сейчас там какие-то вроде как ограничения, там права или еще надо, я не знаю, что-то такого плана. Поэтому как-то на них, на самокатчиков начали наступать. Ух ты, ветер какой, а тут вот это здание здоровое, да? И от него рядом с ним ветрюган. Очень сильный, видать, вот эти потоки воздушные, им деваться некуда, они отражаются от здания и возвращаются обратно. Кстати, такой эффект еще вот наблюдается вот этот микрорайон в Якутске, который построен, там большие дома тоже. Фу, ладно, потом вспомню. Вот там тоже большие дома. И когда проходишь, там между ними тоже трюган такой довольно сильный. Вот. Так, мороженое. Вон там продают мороженое, что-то. С другой стороны говорят, сладкое надо меньше есть. Да? Ух ты! Жук. 30 секунд осталось стоять. Надо на солнышке стоять. Загорать. Вон оно, солнышко у нас. Сейчас почитаю, что происходит. Кто-то, может, что-то написал. Почитаю. Ну, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Поехал. Так, ты где? Это Якутск, город Якутск это. Город Якутск, всем привет. Пепержош. Это где? Якутск, город Якутск. Привет. Он финк. Да, немножко включился, тут проверяю, тестирую, как проходит стримчик. Сейчас, известно, проблемки какие-то начинают возникать. Ну, возникли. Поэтому хочу проверить. Немножко заодно Якутск показать. Прямо через это. Без программ всяких стримов, поэтому такая картинка качающаяся, дерганная. Но это, я думаю, ничего страшного для тех, кто хочет посмотреть на город, как он сегодня выглядит. Ну, как бы показать, вот людей много, как бы в Якутске жило раньше, да, много уехало, уедут еще, поэтому людям интересно, знаете, ностальгия такая у людей, ностальгия возникает, хочется посмотреть, ну сюда ехать-то, не каждому по карману такие цены за перелеты, поэтому вот люди, миссия, допустим, кто стримы, видео снимает, да, что людям не, те, которые смотрят, им не надо ехать
надо ехать им, деньги тратить. Представляете, сколько это вот вам в Якутск сейчас съездить надо денежек с Москвы, там где-то там, ну и если без субсидий, там 25 тысяч, как минимум, в одну сторону, 50 тысяч. Москвы только. 50 тысяч. Ну, для кого-то это не деньги, а для кого-то это очень большие деньги. Баннеры повесили. День Победы, 9 мая. Так, День Победы у нас будет 9 мая, так сегодня 5, значит, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Через 3 дня получается, да? Вот. Тоже же хорошо было бы постримить, но я не знаю, удастся, нет. Это дело, там много народу. Обычно, когда много народу, качество связи сразу падает. И, соответственно, может стрим там либо кубиками показывать, либо сыпаться, падать, сыпаться, падать. Вот. Ну, если денек хороший, наверное, попробую. Вот, смотрите, тут дом. Покупайте квартиру в новостройке. Какая-то элитная новостройка, телефона. Сниженная процентная ставка 20,1%. Вот тут телефон, видите, да? Бесплатная реклама, ни копейки не беру. Шестиэтажный дом со всеми современными решениями и трендами. Квартиры с господдержкой. ЖК «Ступени». Такой шикарный дом. Единственное, что тут как бы локация такая не очень. Перекресток у нас улицы Петра Алексеева. Вот эта улица Петра Алексеева и улица Лермонтова. Что та, что другая, они все очень загружены. Все очень загружены. В летний период, наверное, еще больше будет транспорт. Ну и, соответственно, это шум от дороги, плюс, сами понимаете, что машины, они у нас не электромобили, а в основном на бензине. Поэтому вот эти выхлопные газы не есть очень хорошо. Ой, скрипит, да? Проехала машина, вся скрипящая. Скрипит прямо как. Вот, смотрите, тут аренда какая-то. Так, чё? Выше учти. Так. Ага. О. Тара-та-тара. Нету стабилизатора. Какой стабилизатор? Вы что? О чем речь-то идет? Я попробую. Стабилизатор — это такая бандура, знаете, у меня должна быть в руках. Я вот с ней тут должен ходить, ага. И как бы я уже просто снимаю на это. Ну вот людям, чтобы, которые уехали там посмотреть, глянуть там краем глаза, как бы. Тут уж не до стабилизатора. Стабилизатор — это надо специально. Так, как говорится, за деньги там, да? А я так просто вам просто даю возможность посмотреть в прямом эфире. Просто как бы альтруистически. Со стабилизатором у меня есть, было бы, конечно, с ним красивее. Но это, представляете, я буду ходить с этой бандурой. Я что-то не видел никого, чтобы в Якутске кто-то ходил. Вот стримы делал со стабилизатором. Тут не приходилось видеть ни разу,
Что-то у нас так не принято, как это в Москве там. Ага. Ну там в Москве есть что показать, а у нас ничего. Вот могу показать вам голубей. Тут кто-то им семечек накидал. Воробьи тут заодно подворовывают. Где-то вот в этом доме у них локация размещения. Кстати, интересно, давайте сюда зайдем. Посмотрим. На доки вот эти вот. Вон холодильник, смотрите, у него деревянный. Так, как мне тут пройти? Как-то надо пройти. Надо подождать. Тут еще кладовки старые. Видать. Упс, упс, упс. Главное тут на гвоздь не напороться. Ой. Тут он у них, он дом под воду ушел уже. Эта штука лежит такая вот. Хоп. Туда внутрь досточки подкладывают. Вот так вот. Но этот подъезд вроде бы как по суше. По суше, но все равно... А, тут щиты. Щиты. Дом обитаемый. Ну, наверное, уже под снос уже, по идее. Свое отстоял, почему его не сносят. Вот непонятно. Не совсем, если это понятно. Вот так. Смотрите, тут улица Свердлова, вон там. Видите, да, вот направление Свердлова. Когда-то это было, ну, буквально 5 лет назад, 10, там, ну, 5-8 лет назад, это деревянная, полностью из деревянных домов была улица. 10 лет назад. А сейчас, смотрите, как небоскребы настроили. Небоскребы. Ну, удобная локация, тут как бы центр города. Город сейчас разрастается, количество жителей. Сколько уже? 300, больше 360 тысяч, что ли, так говорят. Так, вот еще одна деревяшечка тоже. О, тут машинки перевозят. Не хочу я вдоль дороги идти. Хочу вот так как-то пройтись немножечко. Снять эти дома, может быть, их снесут скоро. Такие домики. Ретро-матрасик. Кто-то вытащил. Сушиться, наверное, да? Вот это сухой подъезд. Ну, хотя тоже там что-то лежит, какие-то доски внутри подъезда. Ну, они со временем туда просто куда-то в землю всаживаются, входят. Потому что не на сваях построены вот как эти дома, да? Уже стали там после войны строить, там, технология свайная. А эти просто как бы у них грунт от вечной мерзлоты оттаял. Ну, вечная мерзлота под ним, под этим домом оттаяла. Ой, тут вообще идеальный вид. Вообще идеальный вид подъезда. Ну, тут когда-то нехило жили, но это уже все аварийное жилье. Аварийное жилье и, соответственно, тут, наверное, уже и квартиру они продать не могут ничего. Ну, хотя вот тут, смотрите, как тут все. У них палисаднички какие шикардозные. Ну, представляете, так вот тут можно быть, что-нибудь морковку садить. Или просто сидеть шашлычок, да? Хотя сейчас вроде бы с шашлыками, а тут мангалами проблемы. Но тут все прибрано в этом. Подъезд тут хороший этого дома. Высокий какой. Туда уж я не буду заходить, торгаться. Чужую территорию. Вот рядом прохожу.
Вот такой вот домик. У них прожектор какой повешен. Обалденный. Здоровый. Но дом видно, что уже где-то по центру он просел. А как-то вот его повело уже. Ну, видать, там полы тоже такие под наклоном таким. Вот у них тут туалет. Ну, поскольку жилище не благоустроенное, тут, наверное, и у них нету. То у них тут предусмотрены вот такие туалеты уличные, помойка там, выгребная яма. Ну как это, вот на 17-м квартале, там вот где-то. Ну, еще много районов таких в Якутске, где вот эти старые деревяшки, покосившиеся, их много еще. Строим всех людей-то не обеспечишь. Сейчас требуется все равно какие-то, если хочешь жилье более-менее, надо все равно какие-то деньги иметь, чтобы добавить там что-то более-менее купить нормально. Так, что пишет? Челябинск на проводе. Александр Щербина. Привет. Стрелец на квартале больше не ходите. На квартале 17-м? Ну, туда надо идти. Я просто не вещал, потому что холодно было. Что-то у меня и нос стал, короче, заложенный, и бронхит, и кашель, и все подряд. Не знаю почему. Короче, пока я из обоймы выпал. Так, пока я из обоймы выпал и не мог эти стримы проводить. Ну, может, воздухом холодным не дышался. Раньше-то я проводил буквально 10-градусные морозы. А это надо ходить, допустим. Надо не просто идти, а надо что-то говорить на морозе. То есть это вдыхать холодный воздух. И у каждого легкие такие. Так что это даже и опасно. Если кто-то захочет что-то подобное проводить, то... Ну, вот сейчас потеплеет, сейчас можно уже будет, в принципе. В принципе, уже можно будет стримить. Так, сейчас вот сюда, в этот переулочек зайдем, пройдем тут мимо. У меня стрим может в любой момент выключиться, потому что телефон не заряженный. Наполовине было. Сейчас из-за того, что трансляция идет, у него повышенное энергопотребление, разряжается быстрее. А видите, да, как сделаны тех этажи, опять как их, не тех этажей, а вот зоны, где сваяны с такими решетками, чтобы туда не лазили люди посторонние и не мусорили там. Да. Ну а где, с другой стороны, вот так, где ты идешь, туалетов у нас сложность найти туалет. Ну, кстати, вот дворец культуры, вот это вот здание дворец культуры. Ну, сейчас это дом дружбы имени Кулаковского. А раньше дворец культуры был. Там много всего. По-моему, все осталось так, как и было, так. Я куда зашел вообще? Смотрите, я опять куда-то зашел. Непонятное место. Я сейчас тут не пройду просто. Просто я тут не пройду. Точно не пройду. Занесло меня. Я думал пройти, оказывается нельзя. Теперь что? Мы тут не пролезем с вами. Нет же, да? Или пролезем? Как-то пролезем, но вот это стекловато. Я вообще не хочу ее касаться. Она же, знаете, какая противная. Ладно. Пойдем вдоль дома этого. Немножко покажу вам. Ну, все обычно привыкли смотреть на улицы
основные какие-то, а мы вот так вот немножко так вот заодно погуляем дворами. Тоже, наверное, интересно вам, кто жил там. Вот бесит вот это вот, то, что жильцы стоят, и вот бычков тут, в общем, дофигища. Ну, еще плюс бутылки вот выкидывают, видите, да? Покурят, бычок кинут, бутылку выкинут. Короче, красавцы, в кавычках. Так, ну вот сейчас вышли мы напротив Дома Дружбы. Вот он какое здание еще в советское время. Оно горело, я помню, в 80-х годах. Его тогда долго ремонтировали. У него выгорел, у него там большой есть зал, где концерты всякие проводятся. Концерты. Сейчас, помню, там кинотеатр или что. Ну, короче, точно не знаю. Ну, по-моему, концерты такая проводится. Зал, и вот он там загорелся у них. И там так крыша аж выгорела. Ух ты, смотрите, а тут он себе построил так какую будочку-то аккуратненькую. Видали, да? Вот. Будочку аккуратненькую построил. Вот так вот, смотрите, да, вот эти балконы, их по какой-то программе их все обновили, застеклили. Ну, то есть убрали вот эту самодеятельность, то, что люди раньше наделали сами, они балконы. А сейчас вроде бы я даже слышал, что сейчас балконы, да, вот, только можно застеклять с разрешения жильцов вот этого дома. То есть ты должен обойти соседей, ну и, соответственно, если они согласны, в этом случае ты сможешь у себя, ну, короче, новые правила ввели там, потом, допустим, еще новые правила ввели, то, что теплицы, там, если на капитальном фундаменте у вас на даче, то все, их надо регистрировать, проводить регистрацию, а то будут какие-то штрафы или что там, черт его знает. Ну, будут вот этими дронами летать и снимать все сверху. Где что зафиксируют у вас на капитальном фундаменте. Теплицы, короче, должны быть разборные. Так вот написали. Тогда она не подпадает под разряд строений таких капитальных. Там не надо, соответственно, ни регистрировать, ничего не надо. Так что такие вот такие ухищрения. Так, вот улица Дзержинского мы вышли. Здесь 9-я школа. 9-я школа, ее подкрасили. Дзержинского 17 адрес. Так, сейчас мы вот здесь перейдем. Здесь надо будет, наверное, кнопочку нажать. Нажал кнопочку, загорелась. Смотрите, сколько тут машин. О, Господи. Вот представляете, вы будете на машине ехать, а я пешком идти. Я быстрее дойду. Тут еще светофоры там через каждые 200 метров. В светофорах еще стоять. Поэтому сейчас летом на автобусе ехать, это по центру, смысла нету никакого. Тем более сейчас подорожали эти, сколько там, 50, извините, 52 рубля наличкой в автобусе по Якутску. Обычным маршрутным автобусом. 52 рубля. Вот. Цены выросли. Ну и, соответственно, вы прошлись утром, вечером, у вас экономия сразу. Соточка. Ну, если вы по карте платите, там дешевле, по-моему, 46 рублей.
46 рублей стало дешевле. Если вы покупаете проездной билет, то еще дешевле по билету проездному получается. Вот. Таким образом. Ну, можно выгадывать, короче, экономить разными способами. Ну, можно просто пройтись, чем толкаться в автобусах. Так, вот бревна какие. Куда-то они выкинули. Никому бревна не нужны. Тут можете забрать куда-нибудь, куда бревна можно деревянные на стопку топить чем-нибудь, жечь. Не знаю, под шашлык-то старые вот такие годятся, а нет, они может пахнут чем-то нехорошим. Походим вот такими путями с вами. Мало кто, наверное, тут ходил. Я помню, раньше вот здесь вот где-то был. Тут был жилой дом. Вот здесь вот жилой дом был. И здесь, по-моему, был номер 2 детский сад МВД. Ага. Ну, деревяшка давно уже тут снесли. А вот здесь вот был домик. Его снесли в том году. Вот здесь вот. Вот так вот. Потихоньку убирают. Хотя в городе еще много где эти старые строения. Ну что вы хотите? Городу 390 лет. Ну, почти 400, смотрите, да, 400 лет. Конечно, история древняя. Поэтому и дома тоже есть новые, есть старые. Еще специфика. Какая специфика? Специфика, что... Ой, тут лужи-то какие, а? Ё-моё. Ё-моё. Специфика то, что вечная мерзлота. Опять же, вечная мерзлота. Ну и у нас вот эти вечные мерзлоты, вот эти проблемы с дорогами вечные. То есть она уже, понимаете, проваливается там. Всякое разное. Что-нибудь бревно какое-нибудь будет в земле, оно будет выпирать. Не вынули его. Ну, выталкивать его. Зима, лето, там оттайка идет, все равно на 1,5-2 метра у нас оттайка. Ну, к осени, да, происходит на глубину. Поэтому вот за счет этого выталкивает эти бревна старые. Ну все, в общем-то. Так, давайте почитаем. Я сама жила там, а сейчас я в Питере. Привет, Стрелец. Очень приятно. Тут общага, не знаю, чья общага, вот это здание. На улице Федора Попова находится. Вот она. Тут, кстати, дзюдо, самбо, сауна, все подряд. Вот здесь вот этот магазинчик, по-моему. Солнце хорошее. Я сама жила там, а сейчас я в Питере. Ну вот видите, да? Можете посмотреть на Якутск в прямом эфире. Так сказать. Посмотрите, обстановочка какая. Ну я не хожу по улицам этим загазованным. Потому что там машин сейчас стало просто тьма. Ну, соответственно, ходить, дышать вот этим воздухом. Поэтому я так двориками прохожу. Вот тут, смотрите, тут тоже какой дом большой построен. Вот. Так, сейчас надо туда как-то пройти. Мне на ту сторону. А тут у нас когда-то эта протока здесь была, но потом перегородили все эти, засыпали, и стал вот такой вот ручеек. Там он впадает в озеро, озеро Губина, улица Губина. Как-то тут пролить. Только лишь бы телефон не уронить. То это же будет вообще невозможно чего. Ой. Все. Дальше. Либристик. Ставьте лайки за такой экстрим. Бревна какие-то. Вот этот водоем. Это его
застраховали бетонные стены здесь, чтобы, видать, она не подмывала. Ну, с той стороны озера там получается. Там озеро, а куда оно выходит, я не знаю. Там, может, какие-то подземные трубы куда-то идут. Вот тут мы вышли, где мандарин. Мандарин. Главный сделали развлекательная зона, там фудкор. Такой небольшой фудкор, конечно, небольшой. Так, люди добрые, у меня все заканчивает стрим. Так, прочитаю. Жизнь, конечно, вокруг разруха. Ну, Россия, стрелец, и как же это самый богатый. Ну что, привет, это Воркута, привет, Якутия. Что вам?